Добрый день, меня зовут Марат, и я расскажу вам об инструменте, который есть абсолютно у каждого человека, но лишь немногие им пользуются. С помощью этого инструмента вы сможете не только бороться со стрессом и быть более спокойным, не только быть более сфокусированным и сконцентрированным на своих задачах. Этот инструмент позволяет более эффективно и экологично отпускать прошлое, которое вас сдерживает, и проектировать будущее. Но самое ценное, этот инструмент помогает вам услышать себя, настоящего. С помощью него вы можете отличить то, чем вы на самом деле являетесь, от всего наносного, всего, что сформировано этим огромным информационным потоком, который существует в наше время. Еще одна уникальность этого инструмента в том, что он есть у человечества уже тысячи лет. И именно в наше время он активно исследуется научно и развивается. Этот инструмент — медитация. И медитация сегодня — это не эзотерика, это не йога и не дзен-просветление. Медитация сегодня — это гигиена сознания. И здесь как никогда подходит наша ежедневная практика, которую мы делаем каждый день. Вы когда-нибудь задумывались, почему вы чистите зубы каждый день? Потому что вам сказали, что если вы будете чистить зубы каждый день, они будут здоровыми, белыми, красивыми, у вас не будет зубного налета, и это защитит вас от кариеса. То же самое с медитацией. Она позволяет вам избавиться от всего этого налета в огромном информационном потоке. Медитация — это профилактика депрессии, стресса, беспокойства. Медитация позволяет вам выглядеть лучше, привлекательнее. А вы когда-нибудь задумывались, как вы научились чистить зубы? И чаще всего ответ, что вас научили родители или ваши близкие в детстве. Но интересный факт, что когда вы чистите зубы каждый день, вы не задумываетесь, а хорошо ли я почистил верхний зуб слева? Или я чищу зубы так же хорошо, как моя мама, которая научила меня чистить зубы? Вы так не думаете, потому что это не имеет значения. Вы просто чистите зубы, и это помогает вам сохранять их в чистоте и быть здоровым. Но когда люди приходят на медитацию, я очень часто слышу: я медитирую, я стараюсь, но у меня получается не так хорошо, как у вас, как у моего соседа. Я не так глубоко погружаюсь, или я не могу остановить свои мысли. А вы когда-нибудь просили остановиться свое сердце, свои почки, печень? Ведь наш ум, наш мозг — это такой же орган нашего тела, который работает вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Такова его природа. И именно об этом мы будем говорить и практиковать. Поэтому до встречи!